Привет, ребята! Добрый день всем! В эфире гора новостей. Не хотим подвергать себя опасности и оставлять без новостей, поэтому вещаем, как обычно, из дома. В импровизированной домашней студии Аня Шушакова И Никита Гуров. Но наши корреспонденты снабжают нас только самыми полезными и нужными новостями. Сегодня в выпуске. Чем развлекают себя воспитанники Учеилинского дворца детского творчества? Как проходят дни славянской письменности и культуры у нас в республике? Что приготовили выпускникам ребята из Ишимбайского лицея номер 12? И какие уроки нужно посещать, чтобы стать успешным? Все это и намного больше в горе новостей. Так что смотри и не переключайся. На календаре уже 3 июня. Наконец-то началось мое любимое время года. Правда, пока непонятно, что с лагерями. Ну вот, Всероссийский детский центр уже вовсю продолжает подготовку к летнему сезону. Не теряют надежду, что школьники смогут полноценно отдохнуть. У них там проводится капитальный ремонт. Напоминаю, что лагерь находится в Туапсе, и попадают туда только отличники и активисты учебы. Про обычные лагеря информации пока нет. Я думаю, все откроются, но чуть-чуть попозже. А вот чему мало помешала пандемия коронавируса, так это проекту «Путь к успеху». Ну, как не особо. Все проекты пришлось перенести в онлайн-формат. Все подробности в следующем сюжете. В Уфимской школе номер 44 реализуют очень любопытный образовательный проект «Путь к успеху». Мы разработали и реализуем образовательный проект «Путь к успеху». Надо признаться, что саму идею проекта нам подсказал глава республики Радий Фаритович на одном из совещаний, где он посоветовал нам почаще встречаться с известными людьми республики, и не только республики, и в Российской Федерации. И в преддверии нового учебного года мы разработали календарно-тематический план открытых уроков и внеклассных мероприятий. На платформе Zoom проходят видеоконференции. Ребята могут задать любой интересующий вопрос. Для учеников 10-11 классов это отличная возможность понять, нужно ли им идти в науку или же выбрать какую-то другую деятельность. Что из этого урока я смогла вынести полезного? Самое, наверное, главное – это как осуществить свой первый проект. На этот раз гостем стала Валерия Коган, номинант в рейтинге журнала Forbes. Я очень рада такой возможности общаться с интересными людьми. И думаю, что подобные встречи можно устраивать как можно чаще, потому что такие истории безумно мотивируют и вдохновляют пробовать что-то новое и интересное. Валерии Коган 26 лет. После окончания Уфимского лицея номер 153 поступила в Московский физико-технологический институт. Далее продолжила обучение в аспирантуре Израильского университета. Там она и реализовала идею своего стартапа по производству томатов и огурцов в России. Самое главное в этом уроке я понял, что для достижения успеха нужно получать не только новые знания, но и стремиться к достижению своих целей. Валерия делится секретами, как идею сделать реальностью. Татьяна Никитина специально для горы новостей. Оказаться в журнале Forbes – это очень почетно. Из этого сюжета я поняла, что не стоит притеснять какие-то свои мечты, ведь в жизни возможно все. Это точно. В Уфе планируется посадить аллею врачей из башкирской сакуры, но на какой улице пока что не выбрали. По-моему, это очень благородно. Тем более, что эти деревья в парке Матросова пользуются очень большой инстапопулярностью. Уже есть варианты. Например, на улице Мустая Карима напротив арт-квадрата. Впервые речь об этой аллее зашла на встрече с волонтерами 20 мая. Врачи ведут себя прямо как настоящие герои. Ну а мы, школьники, в этом году даже отказались от последнего звонка. У нас-то он, я надеюсь, будет. Ну а вот выпускники этого года довольствуются только поздравлениями малышей через интернет.
вам поставить небольшой концерт. Слушайте, смотрите, отдыхайте. Главное, не болейте. Я не хожу в музыкальную школу, но иногда я играю на синтезаторе. Синий платочек. А Самира Фазылова обучается в музыкальной школе. Она очень любит петь. Представляет себя выступающей на сцене. Сегодня будете ей аплодировать все вы, кто смотрит нашу передачу. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а зимою осень, столетия, спят под льдом морям, трутся авось медведи, вертится земля. Пусть о награде мысли нет и никогда не будет. Ответный сердце теплый свет тебе подарят люди. И жизнь изменится твоя, удачливее станет, когда потоком на тебя волна любви нагрянет. Если взять все эти лужи и соединить в одну, и потом у этой лужи сесть, измерить глубину, то окажется, что лужа моря черного не хуже. Только море чуть поглубже, только лужа чуть поуже. Спасибо, ребята. Ну и раз уж мы решили повспоминать школу во время каникул, то обратимся к ребятам из села Ильчино. Они посвятили целый клип книгам и, разумеется, сняли и смонтировали сами. Нам на лето столько всего задали прочитать. И чтобы это вам было не в тягость, то предлагаю посмотреть следующий сюжет. Когда душа измучена в борьбе, когда я ненавистен сам себе, когда я места в мире не найду и, утомясь, проклятие шью судьбе. Когда за горем горе у дверей, и ясный день ненастной тьмы темней, когда сквозь слезы белый свет не мил, когда не станет сил в душе моей. Когда я в книгу устремляю взгляд, нетленные страницы шелестят. Я исцелен, я счастлив, я живу, я пью тебя отрада из отрад. И слово мной прочтенное тогда встает, как путеводная звезда. Бесстрашно сердце, радостна душа, и суета вседневная чужда. Рожденный чистую мечтой, спасибо, говорю о книге той. Мы не просто так этот сюжет показали. Сейчас в стране проходят Дни славянской письменности. Нашу грамоту придумали небезызвестные Кирилл и Мефодий. Даже наш алфавит называется кириллицей. А что это за праздник такой в честь букв, разбирается наша корреспондентка Саша. В Башкортостане проходят Дни славянской письменности и культуры. В связи с пандемией все мероприятия проводятся в режиме онлайн. В конце мая во многих странах отмечается День славянской письменности и культуры. У нас в республике встречу этого праздника решили растянуть аж на 2 недели. Правда, все торжества проходят в онлайн-формате. Чем заинтересовало меня это событие? Так тем, что в его рамках проходит конкурс чтецов «Русь многоликая». О, первый ландыш, из-под снега, ты просишь солнечных лучей. Какая лиственная нега в душистой чистоте твоей. А еще в рамках этого фестиваля пройдет целый ряд виртуальных мероприятий. Это 4-й республиканский фольклорный праздник старинной русской песни, показ видеоролика от глиняной таблички до печатного станка и видеопрезентация фольклорного праздника «Малиновый звон колоколов». Нет высокила Валя Тали,
Организатором выступает Дом дружбы народов, но активное участие принимают очень многие организации Башкортостана. Все мероприятия, проходящие в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, освещаются в сетях с хэштегом Дни славянской письменности и культуры. Обязательно загляните, там столько всего, что будет очень интересно. Александра Мирсаяпова специально для Горы новостей. Саша, спасибо. Я скучаю по обычным мероприятиям, потому что сейчас абсолютно все проходит в режиме онлайн. Воспитанниками Дворца детского творчества тоже надоело сидеть дома, и они решили креативить. Мне уже интересно, что они придумали. Я очень люблю готовить, и во время самоизоляции у меня появилась хорошая возможность научиться у мамы новым кулинарным навыкам. И сегодня мы решили приготовить куриный суп из домашней лапши. Для теста нам надо взять 2 куриных яйца, соль и муку высшего сорта. Яйца помыть и вбить в миску. Добавить соль. Хорошо размешать венчиком и начать подсыпать пропущенную через сито муку. Полученную массу замешивать до тех пор, пока тесто не станет очень крутым. Муки подсыпать небольшими порциями, столько, сколько потребуется. Сделать из теста колобок. Затем укрыть колобок миской, в которой он замешивался. Оставить его в покое минут на 20-30. После указанного времени раскатать комок теста в тонкую лепешку, примерно в 2 мм. Можно разделить на 2 половинки. Припудрить лепешку мукой, чтобы при сворачивании она не слипалась. Полученные раскатанные коржи слегка подсушить, периодически переворачивая. После этого свернуть корж трубочкой. Можно накрутить на скалку. Затем разделить корж пополам и еще раз, чтобы получились длинные ленты. Нарезанную лапшу тоже подсыпаем мукой, чтобы они не слиплись. В куриный бульон с картошкой добавляем нашу лапшу. Ждем 10 минут, добавляем зелень по вкусу и суп готов. Главное, потом не забывайте про спорт. А на сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Никита Гуров и Аня Шушакова. Включай нас каждый день, будь на вершине событий и на всякий случай оставайся дома. Пока-пока.